27 февраля у православных верующих начался Великий пост. Это непростое время предшествует главному христианскому празднику Светлому Христову Воскресению. Время Великого поста каждый год приходится на разные даты. Он может начаться и в феврале, и в марте. Это происходит из-за привязки поста к празднику Пасхи, который каждый год отмечается в разное время с апреля по май. Об истории возникновения Великого поста, его основной цели, содержании, смысле и о многом другом нам рассказал заведующий канцелярией Канашской епархии иерей Сергий Карсканов. Дорогие братья и сестры, как мы все уже с вами знаем, что совсем недавно у нас у православных христиан начался Великий пост. Великий пост начался создаваться с первых веков христианства. То есть Спаситель в Евангелии говорит, что когда отымется жених, то все должны будут поститься. И с этого времени, с первых веков христианства, с первого века нашей эры от Рождества Христова, первые христиане начали соблюдать пост. Период этого поста во многих церквах разнится. Если мы возьмем самые древние времена христианства, когда пост был всего лишь только 3 дня. Это, даже вернее сказать, 3,5 дня. Это 40 часов дневных и 40 часов ночных. Потом же на Первом Вселенском соборе, это где-то 4 век, уже было установлено, что христиане должны поститься подобно Богу, то есть Иисусу Христу. Иисус Христос, как мы все с вами знаем из книги Евангелия, что перед выходом на свою всемирную проповедь постился 40 дней. И также к нашему посту добавляется еще одна неделя. Эта неделя называется Страстная. Также мы с вами пост называем Святой Четыредесятницей, потому что 40 дней православные христиане постятся перед праздником Пасхи. Потом же, во время этого Великого поста, у нас есть 2 двунадесятых праздника. Это Благовещение Пресвятой Богородицы и праздник Входа Господня в Иерусалим. И с праздником Входа Господня в Иерусалим начинается Страстная Седмица. Страстная Седмица символизирует в себе и раскрывает тайный смысл страстей Христовых, когда каждый день Страстной Седмицы, как можно сказать, был охарактеризован какими-то страданиями Иисуса Христа. Если мы возьмем Великую Среду, то это взятие Христа под стражу. Так же, как я уже начал говорить, что первые христиане постились всего лишь только 3 дня, но праздник Пасхи христиане старались праздновать каждую неделю. То есть это был воскресный день, когда христиане собирались на праздничное служение, и перед принятием святых христовых тайн, как мы с вами, постились, чтобы принять тело и кровь Спасителя. И также смысл поста, в чем заключается смысл поста? Пост — это когда нас с ближним примиримся, с которой все мы с вами также знаем, что перед постом у нас есть день, это прощенное воскресенье. И когда мы со своими близкими, друзьями, родственниками примиримся, чтобы встретить Великий пост, и поэтому мы должны и в Великом посту также соблюдать. Как говорят святые отцы, что Великий пост — это весло, которое помогает в молитве. То есть человек, когда гребет, как можно сказать, на лодке по житейскому морю, и лишь только молится, одним веслом ничего не получится. А когда мы будем поститься и молиться, мы уже будем управлять этой шлюпкой, как можно сказать, это уже полноценно. И Великий пост, он приближает нас к Богу. Он должен не отдалять нас от Бога, а именно приблизить.
И если мы думаем, что вот я там начал какую-то скоромную пищу съел, там, да, или что-то, вот там, то в этом ничего особо такого нет, ну и как бы в этом тоже ослаблять не нужно. Вот. Самое главное в посту, что мы должны примириться с ближними. Вот то, что есть какие-то у нас страсти, мы должны отказаться от них. То есть для постоянного обывателя, если я смотрел телевизор, образно говоря, да, целыми днями, то могу его выключить, потому что настало время Великого Поста. Какие-то страсти мы должны немножко отодвинуть на задний план и стараться молиться, вот, быть ближе к Богу. И, конечно же, что можно еще сказать о Великом Посте, что он приближает нас к празднику Пасхи. В Русской Православной Церкви есть четыре многодневных поста. Это Рождественский пост, Великий пост, Апостольский пост, это который перед праздником апостола Павла, и Успенский пост. И вот эти посты из этих постов, вернее сказать, выделяется один. Это Великий пост. Когда мы постимся, чтобы приблизить душу к Богу. И вот, как можно сказать, мы должны зачастую посещать храмы. Во время Великого Поста очень много посещают храмы, молятся, причащаются святых христовых тайн. Также Великий пост, как можно сказать, делится на несколько еще частей, и каждый человек выбирает эту часть для себя. Есть сухоедение, да, то есть это первое, это самое главное, как можно сказать, да, это первая и последняя седмица Великого Поста, когда пост начинается. Вообще в уставе, в Типиконе говорится, что человек как бы начинает кушать только с сухоедения. Вот. Что такое сухоедение? Да? Это когда мы кушаем какие-то фрукты, овощи, вот, продукты без варки. То есть они не прошли термическую обработку. Также во время Великого Поста отменяется вкушение мяса, рыбы, кисломолочных продуктов. Вот, да? И мы, конечно же, должны всему это придерживаться, но каждый человек должен правильно выбирать сам, как ему поститься, как ему легче. Конечно же, пост для больных и детей должен быть совсем другой. Если человек, страдающий проблемами желудочно-кишечного тракта, то, конечно же, ему не может прожить без кисломолочных продуктов, то, конечно же, ему разрешается, но на согласование с духовником. То есть, кто такой духовник? Да? Это тот священнослужитель, которому мы постоянно ходим на исповедь. Вот. То есть, просить у него разрешения. И, конечно же, если батюшка благословит, то мы также должны этому придерживаться. Также отец Сергий упомянул о том, что можно и чего нельзя делать во время Великого Поста и о других важных его моментах. Ведь пост, он учит человека, как нужно жить. Он говорит, что как вообще мы должны проводить время Великого Поста. Время Великого Поста мы должны проводить в угождении Богу, в чтении духовных книг, вот, да, чтение молитв. Вот, да, и мы всегда должны этому учиться. Чтобы человек изменился и передумал, как можно сказать, человек, чтобы, как можно сказать, что он передумал свою жизнь. То есть, да, как он жил до этого раньше. Вот. И чтобы вернуться, обдумать свою жизнь и впредь больше не совершать каких-то грехов, да, каких-то страстей. И быть подальше, отойти от этих страстей.
Первый – Святая Четырехдесятница, символизирующая те 40 дней, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитве, прежде чем выйти на проповедь. Этот период заканчивается накануне Лазаревой субботы и Вербного воскресения. Второй период – Страстная Седмица. Это завершающая неделя Великого Поста, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя и его крестные страдания. Исходя из вышесказанного отцом Сергием, вывод напрашивается сам собою. Жизнь человека наполнена событиями и ситуациями, в которых не всегда удается поступить так, как хотел. Все богослужения Великого Поста по-особенному торжественные и проникновенные. Участие в них помогает человеку настроиться на нужный лад, отвлечься от суеты, заглянуть в свою душу. Нет такого человека, у которого все всегда получалось бы с первого раза, без ошибок и заблуждений. Нужно пробовать снова и снова, исповедоваться, причаститься и вступить в пост с новыми силами. В этом преодолении ошибок и проступков и состоит духовный труд каждого человека. Людмила Матвеева, Галина Семенова.